Сейчас ведется подготовка к основному этапу съемок нового фильма. Продолжается кастинг актеров на главные роли, раскадровка основных сцен. Между тем, сценарий к фильму уже утвержден. Его автором выступил сам Дмитрий. Задумка этого сюжета была достаточно давняя. Лет, может быть, 8 назад мне пришла идея. Но после того, как мы запустили «Рядового Черина» в прокат, после этого я сел за сценарий и уже более детально приступил к написанию. Практически 2 года я его писал, сейчас у нас уже финальная версия. Детали будущего проекта, который носит рабочее название «Звезда», не разглашаются. На сегодняшний день известно, что это будет динамичный фильм с элементами фантастики. Однако режиссер фильма согласился поделиться небольшими подробностями. Приоткрою небольшую завесу тайны по нашему сюжету. Самое интересное, что зритель встретится с учеными Советского Союза в некой такой очень впервые примененной в кинематографе параллельной реальности. Параллельной реальности, которая будет отсвечиваться здесь у нас в Якутии. «Рядовой Чарин» режиссерский дебют Дмитрия стал успехом. Одной из слагаемых этого успеха стала слаженная работа команды, которую смог организовать режиссер. Работала с ним очень приятно. Вообще никаких напрягов не было. То есть постоянно все объяснял, все говорил. С нами постоянно был, все рассказывал, что от нас требуется. Мы очень спокойно вживались в роль, так сказать, и работали на одном дыхании, в общем, все нормально, все. Я очень рад, что мне повезло с Дмитрием работать. «Рядовой Чарин» стал дебютом не только для Дмитрия, как для режиссера, но и для Юрия, как актера. До этого момента он даже не мыслил об актерской карьере. Работа над этим фильмом приоткрыла для него мир кино, который ему полюбился. После премьеры фильма ему стали поступать и другие предложения. Вы знаете, желание появилось, и даже больше скажу, еще снялся, еще в одной картине снялся. И, честно сказать, еще есть предложение пройти кастинг. То есть такое уже пошло немножко. Съемки «Рядового Чарина» стали для Дмитрия воплощением мечты. По его собственным словам, каждый, кто прикоснулся к магии создания кино, мечтает однажды снять собственный фильм. Его съемки, а затем и полученный результат подарили уверенность в своих силах, а также бесценный опыт. Оптимизация процесса построения графики, потому что в «Рядовом Черине» было очень много графики, было очень много съемок на зеленом фоне, а ресурсов у нас было не так много, потому что все знают, что бюджет у нас был небольшой. Новый фильм Дмитрия – фантастика. Чтобы погрузить зрителей в этот мир, автор использует графику. Серьезным подспорьем для этого является XR-студия, которая позволяет перенести события в любую локацию. Работает. Еще можно засунуть что-нибудь. Давайте башкой запихаем. XR-студия – мощный инструмент для изменения и даже создания необходимой реальности, однако далеко не единственный. Сегодня в распоряжении кинематографистов целая медиалаборатория, которая способна облегчить процесс создания фильмов. Медиалаборатория является пространством, которое включает в себя практически все этапы постпродакшена. И помимо XR-студии, в которой снимаются сложные сцены с использованием компьютерной графики, здесь также есть возможность записи звука, его сведения и даже цветокоррекция. В результате весь отснятый материал здесь можно превратить в полноценный фильм. Дмитрий планирует показать зрителю увлекательную историю в удивительном мире. Съемки планируется начать 1 июля. Создатели рассчитывают, что премьера фильма состоится в период новогодних праздников и станет еще одним подарком для всех кинолюбителей. Юрий Осипов, Иван Сорокаумов, Якутия. День за днем.